Я, да, хочу помощь адвоката насчет конфискации имущества, чтобы разобрались, чтобы применили амнистию за 2020 год. У меня имущества нет, но это очень большой тормоз для применения амнистии за 2020 год. Это, наверное, уже не избыточная мечта, чтобы сделали переквалификацию, как по закону положено, потому что у меня не было умысла лишать его жизни. Это была самооборона. Если так взять, вот по-честному, это была самооборона. В ПССИ Октябрьского района я писала запросы насчет амнистии, насчет конфискации, потому что мне не применяется амнистия из-за конфискации. Результатов нет. Спецчасть наша тоже писала 5 запросов. Уже вот год и 8 месяцев мы добиться ничего не можем. Они уже и сами ездили туда, но игнорируют их. Да, мы приехали, когда с четвертой, меня посадили сразу в СИЗО номер 1. Там же сняли побои, какие на мне были, чтобы знать, с какими побоями я заехала. И справка о побоях была в СИЗО номер 1. И потом, когда меня отпустили по продлению санкций, сказали, что нету причин меня держать в СИЗО под заключением, так как потерпевший не имеет претензий ко мне. Он написал заявление о прекращении уголовного дела и об отказе в частном и частном публичном обвинении. Он сам говорит, что я начал ее избивать в порыве ревности и гнева. Это прям было сказано им самим. Что дверь он выбил, он это подтвердил, что он как бы свою вину осознавал, и судья сказал, чтобы меня до домашнего ареста отпустили. Привезла эти справки. Когда суд был, я узнала, что у меня статья не 104, часть 1, а 2897. Это покушение на убийство. О каком покушении может идти речь, если человек выбил ко мне в дверь в квартиру, меня избил? Все побои зафиксированы, но в ходе следствия и в ходе судебного вот этого заседания не было сказано о моих побоях ничего, ни одного слова. А его побои, его раны описаны прям очень хорошо. В первой инстанции в Октябрьском районном суде, вот я не знаю, говорить или нет, она просила деньги, если честно. Денег у меня не было, из-за этого она мне поставила лишение свободы. И при этом еще поставила конфискацию имущества, хотя изначально знала, что конфисковывать у меня нечего. Смягчающие обстоятельства – это только то, что я ранее не судима и не привлекалась, а наличие ребенка она даже не учитывала.